Добрый день! Привет, ребята! Вас приветствуют участники отряда юных инспекторов движения города Казани. Мы начинаем наш веселый, Познавательный, открытый урок. Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем. Для начала давайте определимся, что такое светофоры и что такое перекрестки. Наша рубрика «Автословарь». Светофор – это светосигнальное устройство, применяемое для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов. Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими, соответственно, противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. А светофор на перекрестке применяется для регулирования очередности движения транспортных средств и пешеходов. На перекрестке могут находиться два типа светофора – транспортный и пешеходный. У нас рубрика «Это интересно». Предлагаю отправиться в рейд вместе с нашими юидовцами. Но перед тем, как выходить в рейд, нужно вспомнить и повторить несколько важных вещей. Рубрика «Это важно». Типы светофоров: автомобильные светофоры, стрелки и стрелочные секции, светофор с мигающим красным сигналом, светофор, устанавливаемый на железнодорожных переездах, реверсивный светофор, светофоры для маршрутных транспортных средств, светофор для пешеходов, светофор для велосипедистов. Сигналы светофора и их значение. Зеленый сигнал разрешает движение. Зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает. Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, когда водители не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Желтый мигающий сигнал разрешает движение, информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности. Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. Типы перекрестков: четырехсторонние, Т-образные, У-образные, Х-образные, круговые, регулируемые, нерегулируемые. Звуковые сигналы на светофорах. Звуковой сигнал перехода. Звук, издаваемый источником, расположенный на специальной колонке. Приоритет специальных транспортных средств. При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители и пешеходы обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, даже на пешеходных переходах и на зеленый сигнал пешеходного светофора. А теперь можно отправляться в рейд. Перекресток очень оживленный, а потому опасный участок дороги, где часто случаются ДТП, если пешеходы и водители не соблюдают правила дорожного движения. Лисан, чем отличается регулируемый пешеходный переход от нерегулируемого? На регулируемом пешеходном переходе есть светофор, либо регулировщик, а на нерегулируемом пешеходном переходе нет ни светофора, ни регулировщика. Он оборудован знаками или разметкой. Такой пешеходный переход позади нас. Как переходить дорогу с односторонним движением? Дорогу с односторонним движением нужно переходить так. Посмотри и определи, в какую сторону едут автомобили. Оцени расстояние до них. Если оно безопасно, переходи не наискосок, а под прямым углом к краю проезжей части. Это самый короткий путь. Будь внимателен. Помни, рассеянность и невнимательность могут стоить тебе жизни. Как переходить дорогу с двусторонним движением? Дорогу с двухсторонним движением нужно переходить так. Прежде чем начать переходить двухстороннюю дорогу, посмотри налево, потом направо, нет ли поблизости автомобиля. Затем снова посмотри налево. И если путь свободен и безопасен, начинай переход. На середине дороги посмотри направо. Если едут автомобили, пропусти их, а потом переходи дорогу под прямым углом. Иди быстро, но спокойно, не беги.
Теперь мы понимаем, что перекрестки – это места повышенной опасности, где действуют свои правила, которые очень важно соблюдать и водителям, и пешеходам. И у нас есть задание. Изготовьте модель действующего светофора и продемонстрируйте ее в своем классе. На этом наш урок закончен. До свидания, ребята! До новых встреч! Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем.